6,5 месяцев пустовали учреждения культуры Абхазии. И вот, наконец, коронавирусный занавес пал, а театральный открылся. Абхазский драматический театр готовится ко встрече с публикой. На сцене завораживающие декорации. А в это время в другом зале проходит читка, репетиция спектакля. Держа перед собой текст, актеры проникают в мир пьесы. Учат роли, анализируют, обсуждают характеры действующих лиц. Ведь работа любого театра состоит из двух частей – выступления и подготовки. Первая часть происходит на глазах у публики. Вторая известна лишь тем, кто участвует в создании спектакля. Так случилось, что уже после того, как было принято решение об открытии театров, у нас несколько актеров, которые заняты в ряде спектаклей, заболели. Здоровье, как говорится, прежде всего, и поэтому нам пришлось немножко корректировать свои планы. У нас, к сожалению, есть немалые, скажем так, проблемы технического характера. Некоторые из них можно решить быстро, а некоторые требуют и времени, и немалых финансовых средств. Но это не значит, что пока мы решим все проблемы, мы не должны работать. Мы начнем работать, мы будем работать с учетом наших возможностей. Уже на следующей неделе будет показан первый спектакль, пока что из старого репертуара. Затем планируются две премьеры, одна из которых посвящена супруге и верной соратнице Нестора Лакоба, Сарии. Постановка планируется во второй половине февраля. Решено, что на первом этапе театр будет давать по одному спектаклю в неделю. Что касается антиковидных мер, учреждение готово к работе в таких условиях. Театр готов к работе с соблюдением антиковидных мер. У нас есть все для этого, все, что необходимо для этого. Я хочу поблагодарить Министерство здравоохранения, лично министра Эдуарда Валерьяновича, который оказал нам помощь в решении этих вопросов. Наши администраторы, сотрудники готовы к работе в таких условиях. И, как говорится, здоровье превыше всего, здоровье наших зрителей. Этот вопрос мы решим, и здесь с этим проблем никаких не будет. Готовый русский театр драмы имени Фазиля Искандера. Если раньше театр начинался с вешалки, то теперь с измерения температуры. Зрителей с симптомами ОРВИ в зал не допустят. Для всех остальных требования стандартные – маски на входе и дистанция в зале. Мы, конечно, будем следить за тем, чтобы в полном объеме все антиковидные меры в театре соблюдались. И, конечно, здесь речь идет об ограничении количества зрителей, чтобы не было скоплений, чтобы не было ситуации, когда кто-то может почувствовать себя некомфортно. Поэтому я думаю, что то, как мы постараемся это сделать и как мы будем работать, во многом может служить даже примером для кого-то. Первый спектакль после долгого перерыва уже состоялся. Встреча зрителей и актеров, истосковавшихся по волшебству сцены, получилась очень теплой. В планах театра несколько премьерных спектаклей. Среди них «Энджи Ханум. Обойденное счастьем» по повести Даура Зантария и моноспектакль актрисы Анны Гюрюгян. И спектакль «Не обо мне». Современная пьеса. В главной роли одна из крупнейших московских актрис. Мы специально пригласили ее на эту роль, Вера Бабичева, заслуженная артистка России и Армении. И она, мне кажется, этот спектакль превращает в своего рода, ее масштабе личности, спектакль этот превращает в высказывание о сегодняшнем дне. Так что этот спектакль мы 25-26 февраля тоже покажем нашему зрителю, а потом уже мы должны его сыграть на гастролях в Москве. Сейчас в театре идут репетиции знаменитого романа Габриэля Гарсия Маркеса «100 лет одиночества», постановка которого планируется в неожиданном концептуальном решении. Кроме того, Русдрам готовит премьеру нового для Абхазии жанра – спектакля «Метод Грёнхольма». Эсма Голанзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение.